Здравствуйте, это программа «Якутия вперед». Сегодня глава Республики Саха-Якутия Эсен Сергеевич Николаев озвучит основные итоги работы в мае. Эсен Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. В разгаре сейчас пропуск ледохода на реках Якутии. Этот период традиционно опасен подъемом уровней воды, что ведет за собой подтопление прилегающих территорий. Движение льда по нашей главной водной транспортной артерии, реке Лень, не сказать, что идет спокойно. Были подтопления в Намском, Алекминском, Усть-Салдамском районах, в городе Якутске, ну и на реке Колыме в Нижнеколымском районе. Эсен Сергеевич, как оцениваете ситуацию с прохождением паводка в этом году и какую помощь окажут владельцам потопленных территорий? В целом, конечно же, мы сейчас наблюдаем уже завершение ледохода практически на всех реках. Мы ожидаем в ближайшую неделю уже выход ледохода в Устье, и Лены, Индигирки, Яны, Колымы, самых наших крупных рек. В целом хочу сказать, что, конечно же, каждый ледоход для нас испытание для республики. Все равно где-нибудь на наших великих реках происходят заторы. В этом году это случилось на Лене в нескольких местах. Вот в Алекминском районе, потом в районе города Якутска, Намском районе. В результате у нас общей сложности по республике всего порядка 300 жилых домов было подтоплено, в которых проживало порядка 1000 человек. Ну, на сегодня вода практически уже ушла отовсюду из подтопленных территорий. Сейчас идет оценка ущерба. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто принимал участие в противостоянии со стихией. Это всегда крайне сложно. Я сам неоднократно участвовал в таких операциях. И, конечно же, когда огромная водная стихия прибывает, тут человек во многом бессилен, но сила человека как бы максимально минимизировать ущерб, который может водная стихия принести. Мы в ежедневном, даже порой уже в ежечасном контакте с главами районов находились, с руководителем нашего оперативного штаба Садовниковым по ситуации по ряду районов, по городу Якутску. Неоднократно разговаривал я и с главами районов. В целом хочу сказать, что все справились достойно. Главное, разрушений жилых помещений нет, социальные объекты тоже не разрушены. Ну, есть, конечно, разрушения небольшие по автомобильным дорогам, но они практически все уже сегодня восстановлены. Что хочется при этом сказать, конечно же, мы окажем помощь пострадавшим районам и по восстановлению ущерба объектам экономики, ну и, конечно же, по пострадавшим семьям. Здесь выплаты все понятны, какие должны быть сделаны в связи с утерей имущества, в связи с тем объемом ущерба, который будет принесен в том или ином конкретном случае. Сейчас комиссии везде работают, по их результатам будет уже сумма ущерба понятна и уже будут выплаты. При этом хочу сказать, что вот мы с Юрием Петровичем Трутневым встречались в Москве, полпредом, он, конечно, попросил в первую очередь как раз обратить внимание на пострадавших людей, чтобы помощь была им оказана, во-первых, максимально короткие сроки и с учетом всех обстоятельств, которые у нас при работе комиссии будут выявлены. Так? В целом хочу сказать, что ледоход у нас, если так сравнивать с нашими серьезными годами, наводнениями и так далее, прошел достаточно спокойно. На Колыме удивительно спокойно, потому что все давали очень такие негативные прогнозы, но все-таки работа превентивная по ослаблению льда, по взрывные работы правильно проведенные. Ну и в целом сама гидрологическая обстановка, сама природа, скажем так, помогла нам все-таки это пройти достаточно благоприятно. Надеюсь, что сейчас уже на завершающем этапе никаких сюрпризов у нас уже не будет. Хотя, конечно, сейчас идет вторая волна, где-то она достаточно высокая, в частности, по реке Алдан, и там есть у нас определенные, скажем так, ограничения уже по автомобильным дорогам, через которые уже вода пошла так. Но надеюсь все-таки, что уже без серьезного ущерба экономике вторая волна у нас пройдет. Практически во всех районах республики, за исключением нескольких арктических, объявлен пожароопасный сезон. Можно сказать, ежедневно фиксируют по 1-2 новых возгораний. Огонь тут же локализуют, очаги пожаров устраняют. Сезон только начался, и уже есть ощущение, что наши службы по недопущению чрезвычайных
чрезвычайных ситуаций учли печальный опыт прошлых лет. Но мы понимаем, что самое сложное время, связанное с лесными пожарами, еще впереди. Насколько, по-вашему, районы Якутии готовы к встрече с огнем? Ну, безусловно, из печального опыта прошлого года были сделаны максимально широкие выводы, в том числе на федеральном уровне было кратно повышено финансирование борьбы с пожарами, сохранения лесов у нас здесь в Якутии. Так, мы об этом неоднократно говорили. Прямое поручение президента позволило в 5,5 раз увеличить сумму федерального финансирования. Мы из республиканского бюджета почти в 2 раза увеличили сумму, да, и у нас общая сумма, связанная с сохранением лесов, авиамониторингом, с борьбой с пожарами, в этом году составляет свыше 2,5 миллиардов рублей из федерального и республиканского бюджета. Это, конечно, огромная сумма по сравнению с где-то порядка 600 миллионов у нас было в прошлом году на это время. Конечно, это позволило нам штатную численность увеличить, это очень важно, дополнительно закупить технику, причем специализированную, серьезную технику для Якутлесресурса, дополнительно привлечь авиационные суда для мониторинга. Уверен, что это все позволит нам сезон пройти лучше, чем в прошлом году. Ну и, конечно же, гораздо повысилась ответственность граждан. И главы муниципальных образований уже сейчас по-другому работают, надзорные органы в этой части тоже более активно начали работать. Но еще раз говорю, самое главное, что самосознание людей поменялось. Если в прошлом году у нас на этот период было уже 126 лесных пожаров, то в этом году пока 16. Это большая разница. Ну и надо понимать, что в мае месяце пожары, а это не природные пожары, эти все пожары имеют под собой основу человеческую халатность. И это показывает, что все-таки отношение якутян, оно изменилось. И в этой части я бы хотел поблагодарить и жителей, и очень надеюсь, что и в дальнейшем мы также будем очень осторожно, очень бережно относиться к природе для того, чтобы не вызывать лесных пожаров и природных пожаров. Площадь, пройденная пожарами в прошлом году в это время уже была 26 тысяч гектаров, сейчас она немногим больше 100. Тоже огромная большая разница. Но хотелось бы, чтобы такая разница у нас дальше сохранялась. Мы все понимаем, что когда придет уже жаркое наше лето, и во многих районах обещают, она будет достаточно такое засушливое. Конечно, придет сезон сухих гроз, когда природные уже условия будут вызывать пожары. Ну и здесь, конечно же, на первый план уже выйдут как раз работы наших лесопожарных формирований, которые сегодня, к слову, уже помогают другим регионам тушить пожары. Так, на сегодняшний день у нас 100 специалистов авиалесохраны находятся в Иркутской области, на территории которой сегодня бушуют лесные пожары. На открытие кардиоцентра в Якутию приезжал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Наверняка обсуждалось множество вопросов, связанных с медициной. Вы проводили отдельные совещания с руководителями различных ведомств после визита. Какие вопросы обсуждали? Может быть, приняты конкретные решения? Безусловно, визит министра здравоохранения Российской Федерации в любой регион – это большое событие для всей системы. И, конечно же, и во время визита Михаила Альбертовича сюда, к нам в Якутию, и уже после его отъезда по итогам визита, мы сейчас проводим достаточно серьезную работу, скажем так, по улучшению работы системы здравоохранения с тем, чтобы достичь главной нашей цели. Наша главная цель – это, конечно же, улучшение здоровья населения республики, увеличение продолжительности жизни. И с этой точки зрения принят ряд очень серьезных мер. Мы надеемся, что появление суперсовременного кардиоцентра здесь у нас в Якутске позволит снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Это сейчас проблема номер 1. Но, конечно же, и Михаил Альбертович, и приехавшие с ним руководители крупнейших ведущих медицинских и научных учреждений страны очень четко говорили о том, и я с ними согласен, что главное на самом деле задача, которая перед нами стоит, это не лечить болезни, которые уже появились, а предотвратить их появление на ранних стадиях. И, конечно, здесь очень серьезную работу нам в республике надо проводить по диспансеризации, по профилактике.
К сожалению, мы, это еще, наверное, с советских времен, да, как-то достаточно халатно относимся к собственному здоровью. Идем в больницу только когда у нас что-то заболело, и, к сожалению, я свидетель, когда люди приходят, уже у них, ну, например, возьмем такую страшную болезнь, как онкология, уже болезнь достаточно запущена, и приходится принимать очень экстренные меры по спасению жизни, так, и, к сожалению, ну, не всегда это удается. И, безусловно, вот именно профилактика, диспансеризация позволяет выявлять самые серьезные заболевания на самых ранних стадиях, когда любая болезнь, в том числе и онкология, достаточно, ну, в сегодняшней медицине достаточно, ну, просто излечивается. И поэтому хотел бы, опять же, пользуясь случаем, обратиться к нашим жителям, чтобы более активно люди все-таки проходили диспансеризацию. К сожалению, с этим у нас проблемы. Я дал также и поручение медицинским учреждениям, чтобы людям было удобнее проходить диспансеризацию. К сожалению, вот, в частности, по городу Якутску много жалоб, что там очереди, не очень правильно выстроена логистика. Вот в этой части, конечно, здравоохранению надо подтянуться, но нам все-таки, еще раз говорю, гражданам, да, надо понимать, что здоровье — наш главный ресурс, наше главное богатство, нас самих, наших близких. И, конечно же, вот диспансеризация — это на сегодняшний день во всем мире признана самая такая лучшая инвестиция в здоровье. Да, если проходишь вовремя диспансеризацию раз в год, то многие болезни становятся известными, и потом уже проблем со здоровьем гораздо меньше. Ну и, конечно, в рамках, вот опять же, нашей работы с руководителями системы здравоохранения, я ряд совещаний проводил, будут делаться меры для более активного внедрения цифровизации в систему общественного здоровья, для того, чтобы мы и на расстоянии могли мониторить здоровье людей, помогать людям в наших даже самых удаленных поселках получать своевременную телемедицинскую консультацию на высоком уровне. Будет здесь большая работа проводиться. Сегодня технологические возможности у нас уже есть. Сейчас главное вот выстроить правильную, оптимальную систему внутри здравоохранения, чтобы она уже начала работать для нужд каждого человека, еще раз говорю, вне зависимости от того, где он живет. Здесь ли в городе Якутске или в данном самом нашем удаленном северном поселке. Уверен, что это вот у нас получится, и мы должны все-таки эффект увидеть, еще раз говорю, самое главное, с точки зрения повышения продолжительности жизни. К сожалению, и в мире, и в стране, и у нас в республике из-за ковида она, конечно, за последние 2 года значительно снизилась. Марафон «Новые вызовы» был посвящен вопросам патриотического воспитания молодежи. Представители власти и эксперты обсудили приоритеты и механизмы воспитательной работы. Вы рассказали о проводимых в регионе мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание. Отметим, что якутские школьники, согласно вашему указу, первыми в стране начали исполнять государственный гимн перед занятиями. Какое значение патриотическое воспитание получает в условиях проводимой спецоперации? Вы знаете, вообще патриотическое воспитание, патриотизм — это одна из основ нашего государства. Такая великая, огромная страна, как Россия, без патриотической направленности, без патриотизма развиваться не может. И, безусловно, вот то, что последние несколько десятков лет вот воспитание патриотическое, вообще гражданское воспитание, оно было выведено как бы за скобки школы, оно ничему хорошего не привело. Вот, и, безусловно, сегодня мы должны это все возвращать достаточно быстро, оперативно, потому что мы видим вот на примере той же Украины, к чему может привести вот активное такое внедрение сознания негативного к России, фашистующей вот такой идеологии, да, когда буквально за несколько лет целые поколения выросли, которые, ну, Россию считают не то что братской страной, они считают ее страной врагом, который необходимо просто уничтожить. Вот. И с этой точки зрения мы должны, конечно, свою идеологию, позитивную идеологию, патриотическую идеологию тоже в наших детях воспитывать. Уверенно, вот то, что мы начали в 2019 году, одними из первых в стране, мы будем продолжать. У нас есть просто уникальные опыты, уникальные примеры таких акций, которые сегодня уже реально востребованы по всей стране. Я вот, выступая на этом форуме знания, на дискуссии, как раз посвященной патриотизму, где я прочитал большую лекцию, я говорил о том, что вот тот же пример нашего конкурса «Смотри, это Россия», который придумали школьники Якутской городской классической гимназии, я их поддержал.
конкурс был как раз, вот, ну, знаете, когда школьники снимают что-то, видеоролик о своей родине, о своем месте, что-то о каких-то уникальных местах, потом выкладывают это на портал, и потом уже вот как раз конкурсная комиссия определяет, у кого самое лучшее. Когда мы это задумывали, даже не ожидал, что вот всего лишь через 2 года в этом конкурсе будут принимать участие все 85 субъектов Российской Федерации, 18 тысяч участников было в этом году. Очень такой большой ажиотаж во многих субъектах, так, в связи с участием в этом конкурсе. И замечательные видеоклипы наши дети снимают именно о своих замечательных, уникальных местах своего региона, обмениваются друг между другом. И это же, конечно же, позволяет нам понимать, насколько огромная наша страна, насколько в ней живут уникальные народы. И вот этот как раз опыт взаимодействия, он как раз помогает нашим детям вырасти с пониманием, что вот наша страна единая страна, огромная страна. И сейчас этот конкурс, конечно, я уже вижу, что он явно перерос рамки нашего региона, и он реально сегодня уже стал всероссийским и востребован на самом высоком уровне. И вот таких примеров у нас много, мы будем продолжать эту политику, и, безусловно, вот патриотическое воспитание, ее возвращение в школу я полностью всецело поддерживаю. Ну, для образования молодежи у нас в стране делается многое. К 1 сентября капитальный ремонт проведут в 11 школах Якутска. На эти цели выделено 800 миллионов рублей. Сдадут в этом году и самую крупную в Якутии школу на 990 учащихся в микрорайоне Прометей. А в целом в рамках соглашения с ВЭБ РФ в столице построят 10 зданий школ почти на 4000 мест. Поможет ли это решить проблему нехватки мест и перевести всех школьников на односменное обучение? Я бы что здесь хотел сказать. Вопрос касается города Якутска конкретно. Так, здесь переход на односменную систему образования, может быть, не надо ее ставить как такую приоритетную задачу. Да? Мы сейчас должны делать все, чтобы у нас в городе Якутске появлялось максимальное количество школьных мест. Почему? Потому что дефицит достаточно большой. Сейчас в городе Якутске обучается в школах свыше 50 тысяч школьников. Вот. Если смотреть по нормативам, по школам, которые сегодня есть, у нас в этих школах порядка 26 тысяч детей может ходить. Так, должно ходить. Так, у нас переполнилось почти в 2 раза. Вот. По некоторым оценкам более чем в 2 раза. И, конечно, тут сказать, что мы эту проблему за 2 года решим, построим ровно столько же школ, сколько было до этого, но это просто нереально. У нас и в городе территории такой не найдется. Вместе с тем, вот такие примеры, как вот вы сейчас сказали, пример активного сотрудничества с Внешэкономбанком, с ВЭБ РФ, конечно же, он очень хороший, позитивный. Это было прямое поручение президента в адрес ВЭБ РФ участвовать в таком проекте. Мы одними из первых в стране подписались. Сейчас уже ряд пристроев к школам строится в Якутске. Про это будет работа дальше продолжаться. Но кроме этого мы строим и по другим программам, в том числе вот вы упомянули школу на 990 мест, огромная школа в квартале Прометей, самая большая школа у нас в республике будет, прекрасный объект, я уже неоднократно на нем был и вижу, что до конца года здесь появится, на самом деле, вот еще раз говорю, замечательная школа, которая позволит решить проблемы как раз жителей вновь построенного за последние годы замечательного квартала. Кроме этого, строятся и другие объекты. Вот, например, до конца этого года мы должны ввести тоже такой, знаете, долгожданный объект, о котором много говорилось, к сожалению, мало делалось. Вот за последние годы мы сдвинули, будет построен и введен объект по речевой школе. Так, тоже помним, сколько родители писали, сколько было жалоб. Но вот сейчас работы все идут, и мы надеемся, что до конца года объект уже у нас будет построен и введен в строй. Конечно же, это тоже помощь, в том числе и для детей с ограниченными возможностями. Мы о них всегда должны думать тоже и помнить. Безусловно, вот открытие новых школ – это не просто новые объекты, это и новая программа образования, новые подходы к обучению детей. В том числе, конечно же, очень серьезный вопрос, который тоже надо обязательно решать, это возможность детям обучаться на родном якутском языке. Эта проблема с повестки дня не снимается, хотя она, конечно, сейчас уже менее острая, чем была еще там, лет 10 назад, но все равно этот вопрос мы должны продолжать, и в новых построенных школах должны быть обязательно классы, где дети смогут обучаться на своем родном языке.
В прошлом году по федеральному проекту «Чистая Арктика» силами волонтеров и Минобороны России было собрано и вывезено 300 тонн металлолома. Вы отмечали, что очистить Арктику от мусора, накопленного десятилетиями, это задача, решить которую можно только объединенными усилиями власти, бизнеса и общества. Александр Сергеевич, есть ли какие-то определенные цели по очистке якутской Арктики вот в этом году? Безусловно, этот проект, федеральный проект «Чистая Арктика», он очень важен, он очень востребован. В Арктике, к сожалению, вот в первую очередь в советский период накопилось огромное количество металлолома, который необходимо утилизировать. В прошлом году, благодаря поддержке, в том числе Министерства обороны, вот нам удалось 300 тонн первых в Тиксе собрать, судами ЛОРПа вывести. В этом году стоит задача амбициозная гораздо. Так, в этом году уже и Тикси, и Батагай, и Усть-Куйга будут принимать участие в этом проекте. Мы ожидаем, что порядка 20 с лишним тысяч тонн металлолома в итоге должно быть у нас собрано, утилизировано. Конечно, это рост в десятки раз. Потребует это уже очень такой серьезной вдумчивой работы и волонтеров, и местных администраций, местного сообщества граждан тех или иных поселков. Конечно же, мы надеемся на поддержку крупного бизнеса, и крупный бизнес уже выразил желание участвовать в реализации проекта, наших крупных судоходных компаний, в первую очередь ЛОРПа. И, конечно же, я рад, что Министерство обороны Российской Федерации тоже поддерживает этот проект и будет помогать нам реализовать этот проект, который позволит реально сделать нашу Арктику в целом по стране и у нас, в частности, в Якутии чистой. После двухлетнего перерыва республика массово отметила майские праздники. На первомайские шествия в Якутске, ну, как, впрочем, в районах, вышли тысячи трудовых коллективов. А в честь 77-й годовщины Великой Победы прошли массовые акции «Свеча памяти» и «Бессмертный полк». Александр Сергеевич, что вам особенно запомнилось на этих праздничных событиях? И означает ли их проведение возвращение Якутии к привычной нормальной жизни после пандемии? Безусловно, вот было видно, что люди соскучились по праздникам, по общению, вот, по такому хорошему праздничному весеннему настроению. С удовольствием прошли и на первомайской демонстрации. Огромное количество приняло участие в мероприятиях на 9 мая, в том числе и «Бессмертный полк». Я сам вот прошел с людьми, было видно просто вот неподдельная радость людей от того, что вот наконец-то после двухлетнего перерыва на третий год мы такое мероприятие проводим. И, конечно же, это уже возврат к нормальной нашей жизни. Хотя, конечно, какие-то ограничения остаются еще так, но я уверен, что и они будут в скором времени сняты. И, конечно, вот наши летние мероприятия, наши эсэхи, которые в скором времени должны пройти, так, тоже пройдут уже с массовым участием, где я не бываю, в любом районе, в любом селе, городе. Все спрашивают, как пройдет эсэх. Хочу сказать, что эсэхи у нас пройдут в этом году очно. Я не вижу никаких причин их там отменять, переносить в онлайн-режим. И, конечно же, я уверен, что пройдут они с самым активным участием всего нашего народа. Немножко поговорим о ближайшем будущем. В следующем месяце вы поедете во главе якутской делегации на Петербургский международный экономический форум. Насколько мне известно, намечается обширная деловая программа. Расскажите, что планируется на форуме, может быть, подписание каких-то договоров? Петербургский экономический форум, безусловно, важное событие для всей нашей страны. И особенности сейчас, в условиях внешних санкций, мы видим, что, несмотря на вот эту риторику западных стран, огромное количество стран приезжает на Питерский форум. У нас обширная повестка деловая, в том числе с участием компаний из-за рубежа, с участием послов иностранных государств. Будут подписаны ряд соглашений, которые позволят Якутии более активно развиваться. Это и Сбер, с которым мы должны подписать серьезное соглашение по развитию такой, знаете, вот
программы по устойчивому развитию республики. Это и Росатом, наш партнер по ряду уже проектов здесь на территории нашей республики. Это и другие крупнейшие финансовые институты и институты развития Российской Федерации. Все анонсировать не буду, но в целом хочу сказать, что эта программа у нас будет такая предельно насыщенная, предельно живая, как раз направленная на то, чтобы развитие Якутии, инвестиционное ее развитие не останавливалось из-за внешнего давления западных стран, а наоборот шло дальше так же устойчиво, как оно идет последние годы. Мы знаем, что не так давно вы встречались с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, руководителями ряда федеральных министерств, депутатом Галиной Данчиковой. Расскажите об итогах работы в федеральных органах власти. Какие вопросы обсуждали? Безусловно, любая командировка в Москву – это встреча с руководством правительства Российской Федерации, с руководством крупнейших наших компаний, которые действуют на территории республики. Это и постоянное общение с нашими депутатами. Безусловно, было обсуждено множество вопросов в течение этой командировки, в том числе самое главное, конечно, встреча с председателем Центробанка Эльвирой Сапизадовной Набиуллиной. Мы обсуждали конкретные вопросы по декапитализации Алмаз-Энергетбанка, и она поддержала. В рекордные сроки Центральный банк зарегистрировал проспект эмиссии буквально за 10 дней. Это самые рекордные сроки, которые я вообще когда-либо знал. Так, я ее поблагодарил за поддержку. Ну и, конечно, мы обсудили текущую ситуацию. Она очень живо интересовалась, как регион себя чувствует в условиях западных санкций, какие есть вопросы, что мы как регионы хотели бы видеть от Центрального банка. Ну, я озвучил, что, конечно, нас больше всего беспокоит высокая процентная учетная ставка. Ну и, конечно, курс рубля, на наш взгляд, он не должен быть таким сильным. Хотя, конечно, сильный рубль нужен, но не так, чтобы это действовало в ущерб экономике. И вот, знаете, в течение недели, видите, и процентная ставка достаточно серьезно снижена, и по курсу рубля есть серьезные движения. Так, наверное, так совпало, но, по крайней мере, то, что я от имени регионов донес до нее свои взгляды, наверное, тоже какую-то роль для председателя Центробанка при принятии окончательного решения могло сыграть. Я на это надеюсь. Ну и, конечно, другие встречи, в том числе и с министром строительства Файзуллиным, тоже очень полезно для республики прошло. Ирек Анварович поддерживает республику, и благодаря его поддержке через фонд развития территорий, бывший фонд развития ЖКХ, мы сейчас, нам передвинули деньги с 2024 года в 25 миллиардов рублей уже нам сейчас выделено для того, чтобы мы уже сейчас могли начать строительство жилья для переселенцев из аварийного жилья. Это очень серьезное решение, огромная сумма выделена. Ну и, конечно, сейчас строительный блок правительства должен активно отработать со строительными компаниями для того, чтобы сегодня уже работа эта началась. В этом случае мы людям квартиры дадим не в 2025 году, как планировалось, а гораздо раньше, там, в течение уже 23-го, в начале 24-го годов. Это тоже очень важно для людей, которые живут сегодня в очень плохих условиях жилищных. И уверен, что и другие встречи, которые у меня проходили, еще раз говорю, они в конечном итоге для экономики республики тоже принесут большую пользу. Также в конце месяца вы работали и в Мирнинском, и Сунтарском районах республики. Что обсуждали во время этой рабочей командировки, ну и каковы итоги хозактива «Алроса»? Хозактив «Алроса» в этом году мы немножко перенесли. Ну вот опять же из-за всех этих действий западных стран, за санкций, введенных против компании, мы хотели как раз подготовиться, посмотреть, насколько себя компания будет чувствовать себя уверенно. И я хочу сказать, что прошлый год компания закончила вообще с рекордными показателями по многим направлениям. И для бюджета республики это был рекордный год с точки зрения и дивидендов, и налогов, уплаченных компанией. 42% доходной части бюджета прошлого года – это отчисления от компании «Алрос». Порядка 40 с лишним миллиардов поступило как в виде налогов, и почти 49 миллиардов поступило в виде дивидендов. Это и в наш бюджет, и бюджеты районов. Еще раз говорю, огромная сумма. И, конечно, огромная благодарность коллективу «Алроса» и руководству, что прошлый год отработан был на самом высоком уровне. Безусловно, сейчас есть ряд вопросов, связанных с теми санкциями, которые компания получила от Соединенных Штатов Америки. Это один из самых таких сложных видов санкций, которые они ввели, так называемые СДН-санкции. И, безусловно, сейчас мы принимаем меры
для того, чтобы и в этих условиях компания чувствовала себя устойчиво. Безусловно, у нас постоянно идет работа с Министерством финансов Российской Федерации, с правительством Российской Федерации. Мы согласовываем свои позиции. Ну и вот ряд решений, которые нам надо принять, уверен, до годового собрания мы еще согласуем и примем для защиты интересов республики и наших улусов Алмазной провинции. Что касается поездки вот по районам, мы посмотрели в том числе и социальные объекты, которые строятся в Мирнинском районе, особенно связанные с дополнительным образованием. Посмотрел я, как меняется городская среда в городе Мирном. Тоже есть хорошие уже проекты, особенно вот в городском парке. Их будем поддерживать. Ну и не только в городе Мирном, но и в других городах и селах Мирнинского района. Мы планируем, что в ближайшие месяцы будет подготовлен, окончательно согласован и подписан мой указ о развитии Мирнинского района до 2030 года. Что касается Сунтарского улуса, я внимательно ознакомился с работой предприятий сельского хозяйства. Кстати, и совхоз «Новый» в Мирнинском районе мы тоже посетили, посмотрели, как там меняется жизнь после передачи ее в собственность республики. И у меня самые позитивные позитивные настроения от увиденного, в том числе и по совхозу «Новый» и по Сунтарскому улусу. В Крестяхе встретились мы с героем труда Михаилом Владимировичем Африкановичем, с работниками кооператива «Крестях», одного из крупнейших у нас в республике. Тоже очень большая работа идет. Конечно, есть вопросы, как у большинства сельхозпредприятий, связаны в первую очередь с инвестициями в строительство новых объектов, новых коровников. Конечно, это такие предприятия мы будем поддерживать, которые, несмотря ни на что, идут вперед, увеличивают поголовье. Ну и, конечно, вот не могу не сказать, в самом Сунтаре мы встретились с руководителем группы компаний «Татеина», Ниной Прокопьевной Герасимовой, тоже замечательный предприниматель, давно ее знаю. Но вот просто душа радуется, что такие люди у нас в республике есть. Так? И она буквально вот, начав простым предпринимателем, занимаясь торговлей, сегодня уже многопрофильное предприятие, производит и хлебопулочные, и кондитерские изделия, полуфабрикаты местные, собственное уже сельское хозяйство развивает, коровники построило. Конечно, таких людей надо поддерживать. Но, к сожалению, не всегда у правительства получается вовремя решения принимать. Ну, я их поправил, поручения даны, надеюсь, до конца года, в том числе и ее предприятию сельскохозяйственному, будет оказана помощь на тех же условиях, что и другим предприятиям. В целом, у меня, вот еще раз хочу сказать, что самые позитивные впечатления и от Мирнинского района, и от Сунтарского улуса. Видно, что люди не сидят на месте, идут вперед, развиваются. Ну и то же самое, наверное, касается и всей нашей республики. Александр Сергеевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаю вам дальнейших успехов в вашей работе. Это благо нашей республики. Спасибо. Глава республики Саха-Якутия Александр Сергеевич Николаев озвучил основные итоги работы в мае. Но мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.